Успенский пост. Последний вздох лета, венчающийся чередой так называемых спасов: медовый, хлебный, ореховый и, конечно же, яблочный, главный из спасов Успенского поста. Но за горьковатым ароматом освещаемых яблок, за суетой празднично волнующейся толпы, за уютными словами «яблочный спас» не забываем ли мы о самом главном смысле событий, которые вспоминает Церковь? Ведь преображение Господне – это вовсе не праздник урожая, а событие, над смыслом которого в жизни каждого человека можно размышлять бесконечно. В церкви действительно бывает много традиций, скажем так, с большой буквы, и много традиций, допустим, местных, которые можно так вот демонстративно изобразить с маленькой буквы. Зачастую, вспоминая праздник Преображения, мы слышим, что это яблочный спас. К сожалению, это печально, потому что на самом деле этот праздник все-таки к яблокам действительно не имеет никакого отношения, а это праздник не просто, в котором мы воспоминаем преображение Христа, это праздник именно для нас, поскольку именно для нас, лично для нас, преображение имеет непосредственное значение. Бог соединил свою природу божественную, человеческую природу. И это действо, вот это событие, Он именно совершил для нас, для того, чтобы мы получили, скажем так, некий вот не вполне до конца изъяснимый подарок. Вот быть с Богом, скажем так, Ему сыновьями, Ему детьми. Столетиями художники доводили до совершенства богословие в красках, чтобы мы, узрев образ, поняли суть преображения Господня. Эту икону не перепутаешь с иными. На одном из древнейших образов преображения в церкви святого Аполлинария VI века фигура Христа была заменена крестом в медальоне. Над ней находилась десница Господа, а по сторонам полуфигуры Моисея и Илии. Ниже изображены были 3 агнца, символизирующие 3 учеников Спасителя. Вообще символизм был характерен для первых христиан, и поводом избрать аллегорию для объяснения сути изображенного на иконе был не страх перед гонениями, которые первые христиане переносили с великим достоинством, а противовес грубому материализму язычества. Почему же символами были избраны крест и агнцы? Обратимся к первоисточнику, евангельскому повествованию. Во время оно, твоя Иисус Петра и Иакова и Иоанна, брата его, и возведи их на гору высокую единый. Из слова патриарха Пимена на преображение Господне. Петр был взят на фавор, как камень веры. Господь сказал ему: «На сем камени созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Апостола Иоанна Богослова по достоинству называют апостолом любви, и можно назвать его камнем любви. Сам он имел любовь, и любовь проповедовал: «Любите не словом или языком, но делом и истинную». Апостол Иоанн Богослов настолько проникся добродетелью любви, что усмирял ею врагов. Любовь помогала ему везде, в течение всей его жизни и особенно в изгнании на острове Патмос. 3-м камнем Фаворской горы был апостол Иаков, образец терпения. Итак, чтобы удостоиться видеть светозарное преображение Господне, надо быть или столпом веры, или носителем любви, или уметь терпеливо принимать то, что посылается в жизни. Эти добродетели могут сделать нас достойными восхождения на Фаворскую гору. Они оставили уже все, и они шли за Господом. И вот опять знаменательно, когда они поднялись на гору. Почему нужно было подниматься на гору? Потому что это труд. Ведь нужно было Господу отделить дольнее, нижнее и вышнее, небесное. Вот труд был в том, что Господь поднялся вместе с учениками на гору и там снова трудился. Он молился. Без молитвы, без труда невозможно ничего в нашей жизни. «И преобразися пред ними,
и просветися лице Его, яко солнце, рызы же Его быша белы, яко свет. Когда Христос преображается, то Он не становится тем, чем не был, но учеников своих из духовно слепых делает зрячими, и теперь является ученикам тем, кто своей властью осветил солнце и сотворил свет. Просветился яко солнце не потому, что был не светлее солнца, а потому, что ученики не могли вместить больше и были бы тотчас сожжены, если бы Он явил больше славы своей. Иоанн Дамаскин. Преобразился на горе, Христе Боже, показавший учеником Твоим славу Твою, якоже мажаху, да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе. Что же за свет видели апостолы? Почему они не видели этого божественного света от Христа ранее? И зачем им теперь был показан этот свет? О природе фаворского света велось великое количество богословских споров, особенно между Западом и Востоком. В XV веке на Афоне среди православных монахов возникло течение исихазма. Это было монашеское умное делание, творение непрестанной молитвы и достижение такой внутренней чистоты, при которой действительно исполнялось заповеданное Господом блажение чистые сердцем, якоти и Бога узрят. Некоторые из исихастов, например, Григорий Палама, действительно удостаивались зрения нетварного фаворского света. В теме о изменении человека, о прохождении его жизни зачастую выпячивается тема именно самостоятельной работы человека, что вот я нечто совершаю, чем-то пользуюсь, какими-то даже, скажем так, ну, в кавычках, божественными инструментами, вот, и я изменюсь, я стану лучше, я стану правильней. Все-таки больше плодов для человека принесет воззрение вот с такой точки зрения, что, скажем так, не что я могу сделать, не как я могу что-то вот воплотить, чем-то воспользоваться, как бы не вот я, а больше плодов принесет человеку видение наличия у нас Бога, который все делает для нас и все делает именно с нами, желая нас к чему-то привести. Именно видение Бога вот в Его стремлении к человеку, в Его отношениях к человеку меняет самого человека. Вспоминая преподобного Семена Нового Богослова, когда он еще до монастыря жил в Мирон, общался со своим, скажем так, духовником, и тот не возлагал на него никаких правил, каких-то особенных, что вот как бы живи каким-то невообразимым образом. Он дал ему интересную мысль, как правило. Постарайся никогда ни в чем не приступать свою совесть. И вот мы из жизни преподобного Семена знаем, что он искренне так вот относился к себе, искренне поступал так, и мы знаем, что ему явился Христос. Вот и все. Человек просто жил в миру и просто поступал по совести. А Бог со своей стороны дал то, чего Семен, может быть, и не просил. И сея вискася и Моисей, и Илия с ними глаголюща, отвещав же Петричеку Иисусови: Господи, добро есть нам зде быти, аще хочешь и сотворим зде трясений, Тебе едину, и Моисееву едину,
и едину Илии. Тогда они обратили внимание на лицо Христа, когда оно просияло, как свет, как снег, когда они не могли смотреть на него, вот тогда они поняли, что это действительно их божественный учитель. Когда человек добрый, когда он наполнен любовью, когда он готов прощать, когда он готов жертвовать чем-то своим, то вот этот человек светится сам, правда? Это человек, преподобный Серафим Саровский, старичок, сгорбленный, пораненный, согбенный, но в нем была молитва, и вот эта сила молитвы вела тысячи и тысячи людей, которые даже до прославления шли за ним и жаждали его молитвы, жаждали общения с ним. Радость моя, Христос воскресе! Посмотрите, эти слова наполняли его всегда и везде, даже со всеми. То есть он вселял вот эту радость в людей, которые обращались к нему и которые к нему приходили. Опять мы вспомним, значит, те слова моления о чаше. Господи, если может минуть эта чаша меня, пусть она минет. А впрочем, кто, кроме меня, можно услышать, значит, действительно в этом вопросе и в этом самому себе ответе, кто, кроме меня? А что же нам размышлять о том, что свет божественного лица Господа нашего Иисуса Христа в этой бесконечной, несоразмерной для нашего понятия жертве, но осмысленной жертве, молитвенной жертве, которую Он осознанно делал за весь народ, чтобы привести к Отцу. На горе преобразился еси, и яко же в мещаху ученицы твои, славу твою, Христе Боже, видиша, да егда тя узрят распинаемо, страдания убо уразумеют вольное. Мирови же проповедят, яко ты еси, воистину отче сияние. Прообразом современной иконы послужила мозаика монастыря святой Екатерины на Синае. Здесь представлено явление Господа во славе апостолам. Благословляющий Спаситель окружен здесь сиянием. С XII века икона была дополнена изображением апостолов, восходящих и нисходящих с горы со Христом. В XV веке апостолов стали изображать в резких ракурсах, падающих, ослепленных. С одной стороны радость, с другой страх и предчувствие грядущих страданий Спасителя. Ведь еще фра Анжелика в монастыре Сан-Марко изобразил руки их Спасителя в том положении, в котором мы видим их на кресте. Нужно знать, что исторически событие преображения Господня случилось в феврале, незадолго до его страстей, и еще до XVII века помещалось в иконостасе среди икон страстного цикла. И когда Христос был распят, ведь Он шел на свою последнюю смерть, на свою последнюю жертву, как агнец. И ведь агнец на заколение ведеся по собственной воле. Если бы ученики восприняли Христа так же, как они воспринимали Его, как человека, то они бы усомнились в Его предназначении, Мессии, в Его спасении для народа израильского. И тогда бы они бы раскололись бы, может быть, даже ушли бы от Него, убежали бы, потому что они бы воспринимали в Нем только лишь человеческое естество. В Нем нету силы, в Нем нету, значит, звука, в Нем нету ропота, в Нем нету ничего божественного. И вот это бы испугало бы их, и не было бы веры во Христа. И вот этот человек вдруг с небожителями беседует. И не просто беседует, они собеседуют с ним. Они рассуждают о последнем крестном пути вместе с Господом. Они рады,
эти ветхозаветные пророки. А этим апостолам, ученикам, еще непонятно, еще не досуг им понять до конца, что же готовит им божественный их учитель. Господи, зачем же ты будешь нас покидать? Господи, а зачем же тебе эта смерть? Неужели ты не можешь быть в проявлении царственного величия здесь? И неужели ты не можешь быть Мессией для всех нас? Неужели ты нас не можешь спасти сам и вместе с тем народ израильский? Ведь уже многие тысячи лет ждал народ израильский Мессию. Но эта жертва крестная не могла быть другой. Бога-человек, воплощение Бога на земле, здесь пришед в Господь на вольную страсть, позорной смертью распинаемый, должен был взять на себя грехи. Грехи человеков, грехи народа, грехи тех людей, которые не знали, как правильно жить. Вопрос о необходимости страданий Бога всегда волновал человеческий ум. Неужели без пролития крови нельзя было обойтись? И почему нельзя было просто упразднить актом божественного волеизъявления грех, убрать зло, лишив человека мучительного выбора между грехом и праведностью, между злом и добром? Вот эти сердовольные люди, которые там говорили: «Сними с себя с креста, и нас сними с креста». Помните, как, значит, неразумный разбойник говорил: «Если ты Христос, то ты сними и меня возьми с собою». Он сомневался в чем-то, и он видел только лишь чисто человеческое, чисто продолжение жизни здесь. А благоразумный разбойник, он был другим. Он сказал: воистину этот человек распинается от того, что он невиновный, но его оговорили. Ему вменили вину, ту, которую он не совершал. И он же в этом благоразумии говорит: Господи, ты когда приедешь в Царство Небесное, то и меня там вспомни. Даже он не сказал: возьми меня с собою. Смотрите, какое было смирение, какая кротость, какая любовь и сокрушение о своих грехах. Есть даже такое вот святоотеческое высказывание, не знаю, может быть, есть даже четкий автор, что если бы не было испытания, не было искушения, именно как вот, скажем так, вероятности впасть в грех, то ни одна бы плоть не спаслась. Грех — это просто, скажем так, противление Богу. Грех — это не любовь, свободное проявление. Каждый сделает то, что он хочет сделать. Мы говорим о том, что человек должен выбрать, показать, что действительно он хочет. Потому что в противном случае он просто раб. Его взяли, заставили и сделали. Будь праведником, и он праведник. Будь грешником, и он грешник. А так вот он выбирает. Я все-таки хочу быть вот тем, кем я задуман, как образ и подобие Божие. Поэтому свобода все-таки, у человека есть свобода выбора. И этой свободой все-таки неплохо бы распорядиться, скажем так, по делу. Когда нет выбора, тогда нет свободы. Христос прошел как человек эту жизнь. Показал, что, во-первых, возможно пронести. Вот. Ну и кроме этого примера для подражания, само собой, мы снова возвращаемся к тому, что Он соединил божественную природу и человеческую природу. Сделал возможным нам быть вот в полноте общения с Ним. Еще же ему глаголющий, се облак светило сени их, и се глас из облака глаголя, сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте. Пусть всегда для вас звучит отеческий глаз. Сей есть не раб, не посланник, не ангел, но Сын мой возлюбленный. Того послушайте. Итак, внемлем Его заповедям: возлюби Господа твоего всем сердцем твоим и ближнего, как самого себя. Иоанн Дамаскин. Услышавши ученицы подошаницы, и убояшася зело,
и приступли Иисус, прикоснуся их и рече: восстанете и не бойтесь. Апостол Иоанн впоследствии писал: «В любви нет страха, совершенная любовь изгоняет страх». И эти слова подтверждаются житиями мучеников и самим Евангелием. Претерпеть мучения с ненавистью, страхом или злобой невозможно. И поэтому молиться за своих распинателей мог только тот, кто действительно их любил, даже в момент распятия. Вот почему Господь увещевает учеников не бояться, ведь страх делает человека животным, и лишь любовь помогает преодолеть его. Так отец бросается в ледяную воду, чтобы спасти сына. Лишь любовь может объяснить нам поступки Бога в отношении нас. Так, теряя близких, мы понимаем, как скорбит Господь об ушедшей от Него на страну далече душе. И когда в нашем сердце загорается любовь, мы преображаемся, а наше бытие обретает полноту и смысл. Но понять это можно не рассудком, а только сердцем. Но есть мнение о том, что мы все-таки именно узнаем своим сердцем. Мы получаем извещение, уведомление от Святаго Духа о чем бы то ни было. Вот первые дни после воскресения Христова, когда ученики Христа, они глазами его не узнавали, но сердцем они всегда узнали, что да, вот это же в нас горело сердце в виде Христа. Или вот на мой Тивериадском этот отрывок, когда Христос стоит на берегу, ученики ловят рыбу в лодке, и вот на этом большом расстоянии Иоанн, вопреки остальным апостолам, он узнает Христа, узнает, конечно же, сердцем. Механизм понять, как человек может что-то узнать, мы не можем. Мы можем только, опираясь на опыт духовной жизни, выносить суждение, что сам Дух Святой дает именно душе человеческой, его разуму, именно некоторое вразумление, некоторое указание на что-то. Как земля и все живое на ней не может существовать без солнечного света, так человек мертв духовно, если в его сердце нет любви к Богу и Его творению. Господь пришел на эту землю за каждым из нас, но пойдет за ним лишь тот, чье сердце открыто для любви. Любовь – это двигатель всей нашей жизни. Но есть любовь плотская, а есть любовь молитвенная, божественная, есть молитва к Господу. И вот в этой любви мы должны понимать, что если мы будем любить Бога, то мы будем способны любить всех. Тогда у нас будет добродетель, тогда у нас будет способность творить то, что хочет Бог. В Новом Завете мы имеем четкое подтверждение: блаженны те, кто не видел, но верит. Блаженны те, кто поступает так, как я говорю. Ведь мы во Христа крестившиеся, во Христа и облекаемся. Приняв на себя крещение Христово, мы принимаем и смерть Христову. Но смерть Христова – смерть по праву, и, конечно же, через эту смерть мы воскресаем от смерти. Вот нам закономерность. Но для этого надо быть верующим в Бога. Надо быть просто идущим за Богом по силе своей и нести этот крест с радостью, с любовью, не роптать, не возмущаться, но только лишь просить у Бога: Господи, дай нам помощь. Господи, Ты Творец, Ты, Господи, все знаешь, Ты ведаешь, дай нам силу. А ведь мы же по-разному поступаем, да? Мы не всегда так говорим. Мы думаем, что это сами мы. Хотя Господь противится ленивым, но Господь, и, конечно же, противится и гордым. Вспомните слова Христа в его первосвященнической молитве, когда он говорит, что «Я явил имя Твое». Он говорит об Отце. Тоже к посланию к евреям говорит, что и освящающий, то есть речь идет о Христе, и освящаемые, то есть мы люди, все мы от единого, то есть от одного Отца. Вот центр Евангелия. У нас у всех есть Отец, который не убежал, который не спрятался, который, создав, не отказался. И пошел на все. Ради чего? Ради того, чтобы довести все до того смысла, к которому он все это создавал. Поэтому, может быть, это очень так грубо звучит, но получается, что христианство — это сердцевина его, это не в том, что мы нашли смысл какой-то.
а в том, что мы нашли Отца и живое общение с Ним. Общение. Вот сердцевина всего.